Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые участники данного форума. Моя тема – это вопросы этики и дискриминации в казахскоязычном СМИ. Вопросы этики, вопросы полового воспитания в Вене в первую очередь показывают связь, то есть либо отсутствие этики в медиа, поэтому вопросы сексизма, дискриминации, расизма негативно в этике, в первую очередь вопросы этики. Что такое дискриминация? Это существует, это современность, это самая большая трагедия в нашем обществе, которая в настоящее время, то есть мы никогда между людьми, между обществами не смогли уничтожить это неравенство между людьми. Как бы ни была развита цивилизация, как бы мы ни были образованными, к сожалению, всегда присутствует вопрос дискриминации. До сих пор между людьми не получается укоренить вопрос неравенства между людьми. Это наш минус, большой минус. И в данном обществе мы делимся на первые, вторые и третьи группы. В первую очередь это должны быть это по численности и по мере влияния. Это в первую очередь характеризует и показывает данные группы. Что такое обозначение? Вопрос обозначения показывает взаимосвязь стереотипов между первой и второй группой. Получается, в результате данные стереотипы, конечно, одна часть стереотипов может быть правильной, но несмотря на это, самое опасное в том, что данные стереотипы, мы не воспринимаем человека как отдельную личность, мы его воспринимаем как безликую личность, как часть всего-то общего. Поэтому, когда мы смотрим на этого человека, мы забываем, что он отдельная личность, и он забываем, что он может быть частицей нескольких родов, нескольких групп. То есть каждый из нас, он является частью нескольких групп. Но когда бывают стереотипы, этот вопрос становится причиной тому, что бывают стереотипы. Стереотипы у нас преследуют, начиная с самого раннего детства, со школьной семьи, из жизни, из года в год. Это стереотипы иностранцы, этнические группы, либо этнические группы, богатые, бедные, фиты и так далее. То есть вся наше общество это разные типы. Чтобы раскрыть данную тему, мы хотим понять именно наша тема это вопросы дискриминации в казахскоязычном СМИ. И поэтому для этого мы в первую очередь составили презентацию, газеты. Также мы сделали, какие же стереотипы формируют казахскоязычные СМИ относительно женщин. И могло ли она воспроизвести стереотипы, сложившиеся ранее, либо появились новые стереотипы. Я опущу историю возникновения данных стереотипов касательно женщин. Нужно особо отметить, что в мировом касательно гендерного неравенства общее, что составляет медиа, формирует гендер. То есть медиа показывает, кто такие мужчины и кто такая женщина. Соответствуют ли они мнению мужчин и мужчин и женщины? В казахскоязычном СМИ существует два образа казахских женщин. Это первый образ. Мы выявили, что в результате первый образ – это образ женщины, сокровенной матери, это образ матери, образ преданной, верной жены. И нельзя найти, это некий ангел-хранитель. Именно такой образ формирует.
и в этом образе нет никакого сексуального подтекста. А второй образ, там в этом образе нет ничего, кроме сексуальности. Вот такой образ формируют казахскоязычные СМИ. Другими словами, СМИ в первую очередь показаны как преданная мать. Вот газета «Егемен Казахстан» от 2014 года, 8 марта, там вот мы видим, вот газета «Егемен Казахстан», там в сюрманшет указано, что матери, вы искренние женщины, и вас поздравляем, да, вот именно даже вот в заголовке газеты оформили именно, что 8 марта поздравляем наших женщин. Это именно показывает, это категория женственности, категория матери. В 2014 году точно так же, в 2015 году та же газета «Егемен Казахстан» добавила, что именно матери и аяулы арулар, то есть именно девушки-красавицы. Что ару, то есть красавица, означает это человек, гармонирующий в себе. Даже в наше время у крымских татар ару означает, говорят, как у тебя дела? Говорят, ару, у меня все хорошо. Значит, слово ару означает, это не только характеризует женщин, но в казахском языке слово ару символизирует женщин. Здесь существует сексуальный подтекст. Если к вам говорят, незнакомый мужчина к вам подходит, говорит, девушка, вы ару, значит, если вам скажут, девушка, вы прекрасны, вы ару, то любая девушка может увидеть в этом сексуальный подтекст. Но это и правильно. Если тогда правильно, это вот 8 марта, газета «Егемен Казахстан» в 2015 году. Это республиканская газета. Вот газета именно. Она не сможет сказать, что именно женщина. То есть здесь уже показывают, да, половой признак. И вот следующий. Вот интернет-порталы. В последнее время стало очень много. СНКЗ, этот портал, казахскоязычные СМИ, очень много. Это самый известный казахскоязычный портал. Да, в этом сказано, что именно матери, вы такие святые, образ матери и так далее. Очень много статей, и также присутствует, вот она. Вот это вот статья касательно проституции. Здесь статья повествует о том, как алматинская женщина провела ночь со своим братом. То есть здесь существует двуязычная политика в этих изданиях. В первую очередь это возвышают мать, как могут, в кавычках, и также показывают другой образ, то есть принижая и всячески, и уже здесь появляется сексуальный фокус. Получается именно как бы больше такой акцент на девушек, скажем, в старинной профессии. Очень много увеличились ток-шоу, посвященных женским проблемам, женским материалам. В первую очередь это всегда показывают, что женское счастье напрямую связано с мужчинами, показывают, что место женщины в семье, когда говорят о женском счастье, всегда говорят семья, очаг, домашний очаг, именно вот обстановка в доме. А когда в прямой эфир звонят женщины, подверженные домашнему насилию, вот именно часто бывают вопросы, всегда говорят, может, ты виновата и так далее, да? То есть именно в женщинах ищут вопрос, говорят, может, ты, как женщина, спровоцировала данный конфликт. Вот вы видите, идет реклама газеты, это программой «Аель Бахаты». На сайтах нет нигде женщин. Здесь почему-то, почему-то «Аель Бахаты», это значит женское счастье, это мужчины. Ой, следующий проект, который мы показали, это «Халаулым». Это программа. Кажется, что это в первую очередь
первую очередь в фокусе зрения показывает. Это даже сам дизайн розового цвета оформлен. И здесь показан образ женщины, образ поведения в семье, создание семьи, институт брака, поведенческие какие-то определенные мотивы, умение стать счастьем для своего мужчины. Здесь как раз таки пропагандируются взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Здесь показывают, что должны быть в первую очередь эксперты. Это в основном это большинство мужчины. Газета «Казахстан Заман» в первую очередь. Почему спрашивают, всегда говорят, что вот газета «Заман Казахстан», еркек, всегда говорят, что семейное счастье в руках у женщины. Очень сформировался данный стереотип, это очень жирный. Женщина, подверженная почему-то, женщины, подверженные насилию, вот все данные указаны, все данные, к сожалению, именно насильника нету, а женщина подвержена насилию, именно вот Айгерим Респект полностью указаны. Вот телеканал КТК, такая же проблема, вот КТК, был вопрос, что именно вопрос был касательно 7-летнего мальчика, подверженного насилию, точно так же. Вот когда показывают вопрос, когда женщина становится виновницей ДТП, именно показывают, что именно женщины указывают, а когда виновник ДТП мужчины, а ДТП мужчины, об этом не говорят. А если будем ссылаться на факты, по фактам, факты больше всего виновники именно торжества делают факт этой аварии мужчины. В среднем мужчины делают, женщины делают аварии расходом на 126 тысяч. Везде вы не сможете не получить, если мужчины совершают крупные ДТП, показывают здесь. К сожалению, касательно женщин, почему-то вот сайт Камши.кз, вы возьмите статья поиска, вот пройдете, даже в строке поиска наберете, вот напишите «женщина», почему-то всегда женщина, почему арабские женщины, женщина бросила своего ребенка в Москве, женщина алматинка продала 20 тысяч и так далее, то есть вся негативная информация. Что это показывает? Все это с гендерной точки зрения неравенность. Именно все признаки дискриминации. Насколько в казахскоязычных сайтах остро стоит вопрос дискриминации женщин. И что самое ужасное, если составить панораму казахскоязычном СМИ касательно женщин, если показать какую-то картину мира, в этой картине только будут злая мать, женщина, жертва и, конечно, просто образ матери и только вот сексуально развращенный образ, только так. Что мы должны сделать? Начиная с прошлого года, факультеты журналистики убрали предмет этики. Раньше этика была обязательным предметом. С этого года предмет упразднили, скажем так, это очень большая проблема. В эпицентре этих проблем стоят вопросы эти. Будущие журналисты, вопросы насилия, сексизма, вопросы ксенофобии, дискриминации должны знать вопросы недопущения, и это все можно было сделать на уроках этики.